этом году выпустила календари, 6 вариантов, и благодаря таким творческим замечательным людям, как Майя Абдулганиева, наша поэтесса, Заира Зинединова, Ильзара Софетова, получились календари, которые несут в себе информацию и как бы передают настроение. Чтобы передать желание позитивное, настроиться, допустим, на благополучие, на семью, немножечко поднять настроение, допустим, Хайнана, и я взяла несколько слов, куплет с крымско-татарской народной песни «Ах-вах Хайнана». И если первоначально мне хотелось взять куплет как бы немножечко в фоне задора и там «Зурнаки Бисисинбар», я в какой-то момент передумала, в самый последний момент, и выбрала, можно сказать, комплимент Хайнане, но для себя решила, что в течение года я пишу работу «Хайнана Векилин», и уже в ноябре-декабре буду работать над календарем, где будет диалог между Хайнана и Келин. В календаре размещены даты из истории, из культуры, науки, военной истории крымских татар. Даты должны были быть разносторонними. Вот с этим подходом я и подбирала эти даты. 5-7 важных дат на каждый месяц. В течение нескольких месяцев я выбирала эти даты. Мы выбирали изображения, чтобы они были интересны и чтобы появлялась какая-то гордость, чтобы было приятно на это смотреть. А потом Фюзи Аблаев, он как бы дизайнер, он художник, он окрашивал эти фотографии специально через программу, через Photoshop, делал черно-белые фотографии такими яркими, уже окрашенными, чтобы людям было интересно, потому что не всем интересно смотреть на черно-белые фотографии. Мы сделали такой календарь, который всегда на виду и который всегда перед глазами. Его удобно повесил, и в течение года учишь эти слова. Здесь 12 тем. У нас за 3 года скопилось уже различные тематики: и быт, и цветы, и животные, и город. В этом году, в будущем, в 2021, это будет и сравнение, и в основном быт, потому что все-таки просят то, что применимо каждый день, потому что мы используем все-таки слова, которые ежедневно нужны. И ребенок, даже тот, который не разговаривает, он вначале просто запоминает и потом показывает, когда ты его просишь, а когда он уже, как мой ребенок уже вырос, и он уже что-то говорит, он пытается воспроизвести.